Здравствуйте, это программа «Побочный эффект». Летние дни уже не за горами, а значит, сезон строительных работ начинает набирать обороты. Сегодня в программе «Побочный эффект» мы расскажем вам, из каких материалов строить запрещено и какие здания считаются сейсмостойкими. Не переключайтесь. Сегодня в программе вы узнаете, какие дома считаются сейсмостойкими. Жилой дом старой застройки. Видите, здесь уже говорить о каких-то мерах по сейсмоусилению не приходится. Во сколько обойдется незаконное строительство? Раньше штраф был за незаконное строительство 10 МРП, сейчас 60 МРП. Какие изменения ожидают строительную отрасль? Предусмотрена, значит, разработка новых строительных материалов, отвечающих современным требованиям. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. К сожалению, не все так просто. Мало иметь лишь желание и возможность построить дом. Нужно сделать это правильно, а начинать стоит с разрешительных документов. Большинство казахстанцев нарушают закон при строительстве частных домов. Коттеджи или хибарки возводятся без каких-либо разрешительных документов. Многие, боясь бумажной волокиты, строятся без уведомления компетентных органов. А зря. С июля 2012 года, после упразднения расширительных процедур, оформление документов гораздо облегчилось. В первую очередь, перед тем, как подать уведомление, застройщик обращается в управление архитектуры и градостроительства города Алматы, получает архитектурно-планировочное задание на проектирование, после чего разрабатывает проект, по проекту производит экспертизу, смотря от объекта, либо частную, либо государственную. Физические лица, в основном частную, это если свои средства собственные, то частную экспертизу проводит и на основании этих документов уже может получить, не получить, а нас уведомить и приступить к строительно-монтажным работам. Застройщик имеет право сам выбрать себе проектировщика. Главное требование – наличие лицензии на проектирование. Основной упор сейчас стоит за контролем за качеством строительно-монтажных работ. И весь упор сейчас делается на АДМ-кодекс и персональную ответственность застройщиков, авторского, технического надзора, экспертов. В случае незаконного строительства застройщик обязан провести техническое заключение состояния строительной конструкции и заплатить штраф. Штрафы в отношении физических лиц тоже повысились в разы. Раньше штраф был за незаконное строительство 10 МРП, сейчас 60 МРП, плюс за отсутствие технического и авторского надзора 20 МРП штраф и эксплуатация 10. И в итоге 90 МРП штраф только на физическое лицо. Супруги Сайлабаевы более 20 лет проработали на Алматинском домостроительном комбинате. Можно сказать, что их усилиями был построен не один микрорайон. Когда стал вопрос о строительстве собственного дома, нанимать постороннего архитектора, даже с лицензией, супруги посчитали лишним. Мы как бывшие строители, дочка окончила Казгаса, и они сами начертили, мы с детьми сами планировку сделали, как по своему усмотрению. А так архитектора нанимать тоже стоит много денег. Если мы сами, дети, учились для чего. Согласно строительным нормам и правилам, отходить от архитектурного плана нельзя. Когда мы уже начали строить по-своему, перегородки передвигали, решили не так делать, вот так сделаем. И поэтому думаем, если архитектор там строгий план нам начертит, если не понравится, потом опять за это штраф платить. Принципиальное отличие: старые СНИПы, значит, они носят предписывающий характер. То есть это законы. У нас, если мы СНИП нарушаем, какие-то он предписывает, то надо, это надо, все расписано у нас в СНИПе. Если мы его нарушаем, то мы несем уголовную ответственность. Я имею в виду как проектировщика, так и строителей. А европейские нормы, они носят параметрический характер. То есть это требования, которые мы должны достичь, описываются, а потом проектировщик уже он может применять
что отвечает к этим требованиям. Уже с 2015 года строительство домов в Казахстане будет проходить по новым стандартам. Для этого сегодня разрабатываются нормы и правила, отвечающие мировым требованиям. Также в скором времени казахстанцы смогут покупать отечественный качественный стройматериал. И не только его. По словам Сарымгали Иржанова, будут изготавливаться строительные конструкции. Для этого возродят строительные комбинаты. В соответствии с этой программой предусмотрена, значит, разработка новых строительных материалов, отвечающих современным требованиям. Строительство объектов стройиндустрии – это вот комбинаты индустриального строительства. Вот эти комбинаты, они рассчитаны на что? Во-первых, это могут, конечно, какие-то коммерческие организации из них строить и продавать, а в основном рассчитан на социальное строительство, то есть государство, где государство, есть же у нас социальные потребности там, школ, жилье, само собой. Силикатный кирпич, пеноблок, керамический кирпич, сэндвич-панели, разнообразию строительных материалов сегодня можно только удивляться. Но из чего же строить и что будет надежнее? При начале строительства первым делом необходимо ознакомиться со строительными нормами и правилами, согласно которым запрещается вести строительные работы из несертифицированных и ненадежных материалов. Запрещается строительство у нас объектов из саманного сырцового кирпича и шлака, керамзитных блоков и бывших в употреблении, естественно, строительных материалов, которые уже потеряли свою прочность. Свой дом супруги Сайлаубаевы решили построить из современных стройматериалов. Технологии идут вперед, и пренебрегать ими не стоит, посчитали они. Брали кирпич, теплоблок, потому что легче работать и объемные сборки, да, так сказать. А красный кирпич, это собирать тяжело, потом надо штукатурить, там много работы. Тем более, что за последние годы доверие к известному всем красному керамическому кирпичу сильно пошатнулось. Красный кирпич делается сейчас с нарушениями, не соблюдает технологию, поэтому не доверили и сделали из такого кирпича, из теплоблоков. Попробуем разобраться, что из себя представляют современные строительные материалы. Силикатный кирпич довольно прочный и наиболее экономичный строительный материал. Силикатный кирпич производится основная его часть – это кварцевый песок. В качестве вяжущего используется известь, и небольшие добавки, пластификаторы, которые придают прочность силикатному кирпичу. Применение подобной разновидности кирпича сегодня достаточно обширно, начиная с кладки стен и заканчивая их облицовкой. Силикатный кирпич используется на каждой строительной площадке. Однако, несмотря на это, в его использовании есть ограничения. Единственное ограничение по употреблению силикатного кирпича – его не используют в сейсмоопасных районах. Не за счет того, что он сам не прочный, а за счет того, что его поверхность очень гладкая, и сцепление с раствором у него несколько ниже, чем у керамического кирпича. Поэтому его не рекомендуют использовать в сейсмоопасных районах. Газобетонные блоки также набирают популярность среди частного строительства. К его плюсам относят высокую тепло- и звукоизоляцию. Газобетонные блоки – это ячеистый бетон, такое понятие. В качестве газообразователя у нас используется алюминиевая паста. Она добавляется в раствор. Уже при перемешивании всех компонентов газобетона в последнюю очередь добавляется алюминиевая паста. И при взаимодействии цемента с алюминиевой пастой происходит выделение водорода. Появляются такие пузырьки, которые заполняют полностью эту массу. И получается эффект такой, как тесто. То есть раствор поднимается, увеличиваясь в размере порядка 30-40% в зависимости от марки газобетона. За счет этого он приобретает такие замечательные свойства, как великолепная тепло- и звукоизоляция. То есть, применяя этот материал, иногда, если в районах наподобие Алматы, дополнительного утепления в принципе не нужно. В практике используются две основные технологии производства ячеистого бетона – газобетон автоклавного твердения и неавтоклавный пенобетон. При эксплуатации в строительных конструкциях неавтоклавные пенобетоны более подвержены трещиноватости и ползучести.
пена, газоблоки, смотря какого производства и какой завод-изготовитель. Понимаете? Потому что может быть и кустарного производства быть. Поэтому надо смотреть сертификат качества, который выдается уполномоченным органам. Быстро и экономично. Так звучат рекламные лозунги компании по производству сэндвич-панелей. Этот многослойный бутерброд, имеющий трехслойную структуру, состоящую из 2 листов жесткого материала, металла или ПВХ и слоя утеплителя между ними. Все детали сэндвич-панелей склеиваются между собой с помощью горячего или холодного прессования. В зависимости от назначения выделяются кровельные и стеновые панели. И хотя такая технология популярна за рубежом, в Казахстане они используются для строительства нежилых зданий. Другая сторона. Сэндвич-панель, я думаю, она как бы не предназначена для строительства жилья. Это вот все-таки промышленный материал.